Правдзес. Генесвали. Молодец. Армянин или грузин, вы заметили? Чеченец. Чечения, война. Мы в этом зале уже больше часа говорим о Топе Илимбаеве. А что, Володя, мы знаем об этом человеке, о его творческом пути? Мне кажется, сосед, что чем больше знаешь, тем труднее выразить. Тем более на сцене, тем более вот как бы в сжатые такие сроки. Но знаем, что он хороший человек, знаем, что он талантливый человек. Я слышал, что родился он в семье, как раньше было с гордостью принято произносить, представителя партийно-хозяйственной элиты. И, кстати, Топа и до сих пор об этом говорит, добавляя, значит, мы были интеллигентная семья. И он прав, потому что у них в гостях были все те, кто со временем стал гордостью и любимцами войнахской нации. Я хотел бы сейчас произнести их имена, потому что они важны также не только для Топы, для нас, сосед, но и тех, кто сидит в этом зале, потому что они олицетворяют то самое счастливое время, откуда мы все родом. Итак, это Абдулла Хамидов, Умар Димаев, Муслим Гаирбеков, Ваха Дакашев. А я расскажу о Топе, о его детстве. Топа с детства, с самого раннего детства, был очень артистичным и пластичным мальчиком. А потом в нем развился не менее важный талант. Когда он учился в профессионально-техническом училище, он проявил себя блестящим организатором. И весь преподавательский состав понял, что это прирожденный руководитель. Вот с этого все и началось. Он начал руководить профессиональной, скажу сейчас, группой училища танцевальной. Все поняли тогда, что это не его уровень, что талантливого мальчика нужно обязательно послать учиться. Но правильно сделали, все-таки система была хорошая. И у меня вот тут записано, запомню навсегда, что он поступил в один из престижнейших вузов нашей страны. Государственный институт театрального искусства на балетмейстерское отделение, по окончании которого, естественно, он вернулся домой и стал впоследствии художественным руководителем и главным балетмейстером Чечено-Ингушского государственного ансамбля «Вайнах». Это случилось в далеком счастливом 1968 году. На этом посту 27 лет пробыл Топа Илимбаев. Не побоюсь перечислить страны, континенты, в которых побывал ансамбль «Вайнах». Это Европа, Азия, Африка, Латинская Америка, список можно продолжать. А кенийская газета Daily Nation написала, что «Вайнах», цитирую, «как стихийное бедствие потряс зрительную аудиторию», а аргентинская газета «Капиталь» назвала коллектив и его программу редчайшим зрелищем, граничащим с чудом. И это чудо продолжается. И в этом заслуга Топы Илимбаева, в этом заслуга тех, кто с гордостью, по-прежнему уже став именитыми, называет его своим учителем. И с гордостью говорит, я прошел школу Топа Илимбаева. Среди них я хотел бы также произнести эти замечательные имена. Народные артисты Чечено-Ингушетии Доку Мальцагов, Рамзан Ахмадов, Асет Асхабова, заслуженные артисты республики Адаш Мамадаев, Тамара Дидигова, Ваха Идрисов, Медина Музыкаева, Ахмед Дукалаев, Джульетта Кикишвили и многие другие, кто является гордостью вайнахской культуры. И сегодня, сейчас на сцене концертного зала «Россия» лучшие представители этой плеяды звезд. Ныне художественный руководитель государственного хореографического ансамбля танца «Вайнах», народный артист России Дикалу Музыкаев и заслуженная артистка Чеченской Республики Милана Дидигова. Композиция называется «Встреча у родника».
А сейчас имею честь пригласить на эту сцену президента Чеченской Республики господина Алу Алханова. Господин президент, добрый вечер. Салам маршал души Хауми Махой. Добрый вечер, уважаемые участники сегодняшнего торжественного вечера, мероприятия нашего. Добрый вечер, дорогие гости. Мы сегодня действительно чествуем человека, вклад которого в хореографическое искусство чеченцев и ингушей просто трудно переоценить. Он огромен. Тапа Хамидович долгое время возглавлял Чечено-ингушский государственный ансамбль танца в войнах. И здесь присутствующие, и многонациональный народ Чеченской Республики сегодня прекрасно помнит то, что сделал Тапа Илимбаев, будучи балетмейстером и художественным руководителем этого ансамбля. Ну, для нас и для всех здесь присутствующих, наверное, было революционным. Когда весь мир узнал о нашей хореографии, когда весь мир узнал о наших танцах, о наших традициях, о наших обычаях, о нашей культуре. И сегодня Тапа Хамидович действительно по праву пользуется огромным уважением жителей нашей республики. Можно пригласить? Все время приходится вытаскивать. Ну, поаплодируйте, пожалуйста. О вас можно говорить долго-долго. Вы заслужили это. Я вас уверяю, Чеченская Республика помнит о вас, скучает. Разрешите мне зачитать указ о награждении медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Тапу Илимбаева Тапу Хамидовичу. За выдающийся вклад в развитие национального искусства и культуры, высокопрофессиональное мастерство, получившее общественное признание, постановляю наградить медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Илимбаева Тапу Хамидовича, художественного руководителя детского хореографического ансамбля ЗИА имени Зия Бажаева, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Я с удовольствием вручаю вам эту награду. Орденскую. Здесь мои поздравления личные еще. Народная артистка России. Она сказала так: если я народная артистка России, то в том числе, наверное, и Чеченской тоже республики. Народная артистка России Людмила Рюмина. Дорогие друзья, я, конечно, не президент России, но от всего русского народа я хочу сказать низкий поклон Тапа Илимбаеву за то, что он сохраняет традиции своего замечательного, прекрасного, талантливого народа. Низкий вам поклон всем. И самое главное, что он сохраняет эти традиции в детском коллективе. А дети – это будущее наше. Поэтому
Для меня этот человек особенно ценен тем, что вот будущее наше, оно будет прекрасным, если на сцену будут выходить такие красивые, талантливые дети. Ну, а я вам дарю свою заздравную песню, фирменную песню, которая так и называется «Рюма, рюмочка». Дорогие вы, гости знатные, вижу свет любви ваших глаз. Все красивые, все приятные, всех обнять хочу в этот час. Рюма-рюмочка, песня вольная и застольная. Рюма-рюмочка, что ж, давай нальем, а потом про жизнь от души споем. За столом сидят, смотрят празднично те, кто нас собрал друг на треть. Ожерелье слов льется сказочно, чтобы души нам отогреть. Рюма-рюмочка, песня вольная и застольная. Рюма-рюмочка, что ж, давай нальем, а потом про жизнь от души споем. С русской песнею в этом мире я не отнять ее у меня. В ней вся жизнь моя, вся любовь моя, в ней бесценная Русь моя. Рюма-рюмочка, ах и песня вольная и застольная. Рюма-рюмочка, что ж, давай нальем, а потом про жизнь от души споем. Рюма-рюмочка, песня вольная и застольная. Рюма-рюмочка, что ж, давай нальем, а потом про жизнь от души споем.
Между прочим, это все тот же ансамбль Зии Бажаева. Поаплодируйте, пожалуйста. Александр Новиков. Добрый вечер. Мне выпала честь и удовольствие выступать в сегодняшнем концерте. И, пользуясь случаем, мне хотелось бы в первых же словах поздравить уважаемого Топа с юбилеем, пожелать ему больших творческих успехов, всего самого светлого, что принято желать юбилярам, пожелать любви, большой любви не только своего народа, но и всех народов, независимо от вероисповедания. Коллективу, который он возглавляет, пожелать успехов, пожелать, чтобы из этого коллектива вышло как можно больше звезд. И кроме всего этого, выразить радость и восхищение теми людьми, которые вкладывают столько сил и столько души в национальное искусство, в национальные традиции. Я в данном случае говорю о моем друге Мусе Бажаеве, которым мы дружим и который, я знаю, совершенно искренне болеет за национальную культуру, который очень хорошо разбирается и в музыке, и в поэзии. И поэтому выразить восхищение всеми людьми, благодаря которым состоялся сегодняшний праздник, благодаря которым поддерживаются национальные традиции. Ну, а мне хотелось бы в этой связи спеть песню о том большом и главном, что всех нас в этом мире и на этой земле объединяет. Мне хотелось бы спеть песню о любви. Это самое большое и красивое человеческое чувство, которое дает нам крылья и дает любые неограниченные возможности в этой жизни. Помнишь, девочка? Помнишь, девочка, гуляли мы в саду? Я бессовестно нарвал букет из роз. Дай Бог в памяти, какого мы на году. Я не чувствовал ладонями занос. Надрывались от погони сторожа. И собаки не жалели ни сил. И я бежал моим букетом дорожа. И запутавшись в соборах колесил, крахлестала из разодранной щеки. А рубаха развалилась пополам. Оставались чудом целые лепестки. А штаны после бессовестно по швам. Ты сидела на скамейке далеко и считала мысль медленно до сна. И аж соборы перемахивал легко. И версту сменяла голая верста. Убежал я, и собак перехитрил, совершая полуночный марафон. А потом опять бежал, что было сил, за тобой по темной улице вдогон. Хохотали до упаду фонари, и я в окно твоем погасшее глазел. Комары меня вонзали в волдыри, а букет в руках беспомощно летел. Мы столкнулись, видно, есть на свете Бог, и шарахнулись, как серые коты. Помнишь, девочка, я веник приволок. Это были твои венерные цветы. И я неважный вид имел, как кавалер. И язык во рту ворочался немой, надрывал
бьется в упоении каждый нерв. Но пора уже, пора было домой.